Порядка 70 тысяч умерших и 260 тысяч выздоровевших. Такова статистика за последние дни в мире. Если в России пик заболеваемости еще не наступил, то в некоторых странах он уже, можно сказать, пройден. К примеру, в Италии, своего рода центре распространения вируса в Европе, число умерших и заболевших сокращается. Такая же ситуация и в соседней Испании. Еще 3 недели назад у нас был ежедневный рост инфицированных 22%. Неделю назад он уменьшился на 10%, а сегодня эта цифра вдвое меньше и составляет 5%. Мы можем заключить, что эта фаза эпидемии постепенно замедляется. К слову, в России число заболевших перевалило за отметку 6 тысяч. Но нельзя не отметить и работу медиков, ведь растет и количество выздоровевших. Всего за сутки выписано порядка 51 пациента. В целом же их 406. Весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. И именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Самоизоляция – одна из самых действенных мер, тем более, что и Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус в домашних условиях. Эта добровольная процедура доступна только пока для жителей столичного региона, где и количество заболевших больше, чем в целом по стране. Ну а пока всем оставаться на своих местах, думая, чем же занять свободное время. Мы решили не терять зря время и решили построить вот такой красивый скворечник. Я заранее приготовил детали для скворечника. А я их покрасила. Теперь мы будем его собирать. И посмотрим, что у нас получится. Ну, выходить на улицу все-таки можно, к примеру, на работу. Некоторые организации еще продолжают свою деятельность даже в таких условиях. А еще в магазин за продуктами выкинуть мусор или домашних питомцев выгулять. В остальных случаях от вылазки лучше воздержаться. Беспечность в период пандемии может дорого обойтись, предупреждают медики. Они, кстати, сами первыми инициировали флешмоб «Оставайтесь дома». Его уже подхватили по всему миру. Оставайтесь дома. Сидеть дома не скучно. Главное найти занятие по душе. А найти в любом случае придется. Ведь первая неделя продленных нерабочих дней только началась. Впереди еще 3 таких. Но благо на просторах интернета достаточно лайфхаков, чтобы провести свое время с пользой. Сегодня у меня на завтрак будет омлет с колбасой. Для этого мне понадобится яйца, молоко, колбаса поджаренная, соль, растительное масло и помидор для украшения. Приступаем. Меня зовут Арчакова Диана, ученица 3 А класса, СОЖ номер 2, город Малгобек. Сейчас мы все находимся на карантине из-за коронавируса. Как же нам защититься? Чаще мыть руки, не выходить на улицу. А всех деток я призываю больше читать, писать, рисовать, а также я поддерживаю флешмоб «Учись дома». В общем, бояться вируса не стоит. Главное – выполнять все предписания врачей и не выходить без лишней надобности на улицу. Мыть руки с мылом, по словам специалистов, этот способ действеннее и надежнее любых санитайзеров. И находить интересные занятия, не выходя из комнаты, как советовал Иосиф Бродский. Тамара Хашагульгова, Новости 24.